Итак, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав, мы находимся в Якутии. Сегодня у нас второй день метет вот такая метель. Вчера вечером она началась. Хоть маленько снег появился, а то до этого вообще снега не было. Ездили по голому льду, по песку и так далее. Поэтому мне приходилось тут жить практически безвыездно, потому что снегоход мой не предназначен, чтобы ездить по бесснежному. Он предназначен ездить только по снегу. Вот, поэтому я сейчас уже маленько начал передвигаться. Затрудняется наша сегодняшняя проверка тем, что все заметено. Ну, дует такой неприятный, достаточно противный, мерзопакостный ветер. Вот. Сегодня у нас быстренько проверка вот этих сеток продольных. Ну и потом установка и проверка сеток на ряпушку. Ну, посмотрим, как пройдет сегодняшний наш день. Поехали. Это веревка прогонная. Сейчас будем опускать в эту прорубь и постоянно проверяем в одном месте. Эту сетку здесь, эту сетку там. Ну что же, давайте начнем интересное мероприятие. Нас радует. Каждый день никто не ловит. О, одна хорошая рыба есть. Ясь попался. А это обычный чир. О, ясь есть, главное. Главное, ясь попался. Обожаю. Во, во. Давай дальше смотрим. Еще бы пару язиков. Да? Нас же трое. Каждому по язик. Что там кричит? Это сколько? Полурож. Конечно. Еще бы по пару язей. Еще бы нам по пару язей. Как у них брать нечего, блядь? Как ты сказать, по одному рыбу. Вы по три можно было отобрать. Вот, тебе вот ходишься. Главный рабочий. Здорово! Здорово! Здорово, здорово. Ну, видишь как? Закуска! Закуска есть. Это моя, бля, которую ты мне 5 лет обещал. Праздником тебя.
Тебя так же? Да нахуя такие это таблетки, блядь? Они худые. Ты рыбу Моя напугал. жизнь. Язи, бери его, забирай. Кого? Язи, вот. Какой это? Вот это. Это ж сик. А, это сик же, да, Сик. точно. А ты отбирай, забирай. Он отказался. Вот, Язи говорит. Какой ясь? Это сик. Хороший сик, блядь. Не нужен, заберем. Ты что, блядь, ты сказал, что это сик, сволочь? Так, А это это что перестоит? Тоже сеть? Да, там, видать, не было. Сик. Ага, сик, да. Так. А где дорога-то туда дальше ехать? От полка, по-моему. Не от полка, вот где Шамаев входит, вот. Вот это Шамаев ходит. Но от него вот так идет. И потом туда. Отдави его нахуй. Он нужен не Ну вот, друзья. Вчера я просто так времени не терял. Вечером приехал, поставил палатку, лагерь. И сегодня уже на готовенькое приехали. Осталось только собрать столики, проверить сети, затопить печь и начинать праздновать. Сегодня у нас праздник. День октября, Октябрьской революции. Вот эти ножки, они когда собираются, их можно разбирать довольно проблематично. С чем это связано, не могу сказать. Все. Печка раскочегаривается. Сейчас прикроем и пойдем проверять сетки. Оставим вот так вот подух. Такая красивая печка у меня. Печки, друзья, можете смотреть на сайте клёваярыбалка.рф. Прямиком от производителя. Так, пока я занимался печкой и так далее, тут уже несколько сеток проверили. Тяжело идет, а? Наверное, улова много. Много рябушек поймала. Очень тяжело идет. Очень тяжелая сетка. Сама по себе. Очень высокая, во-первых. Да-да. Это рыбы нет. Должна быть. Ну, по идее, же должна видеться. Обязана. В такой сетке обязана быть. Найдем. Одна штука есть, это хорошо.
Чека, меня хаган леди. Еще одна ее. Три штуки есть. Такие птицы бегают. Хаявки. Что летать еще? Ну да. Вот они, первые ряпушки. Вот такие вот. Ах. Вот. Коричневые аж. Видать, уже отметались. Дело в том, что вот эта рыба, она как бы валяется в песке и прикапывает икру. Из-за этого вот у нее всю чешую себя сбивает. И вот такая становится. Сети на ряпушку устанавливаются прямо на глубине, на фарватере. Глубина очень большая, около 12 метров. Сетка сама уходит под своим весом с помощью течения. Вот. Один конец опускают, и его подхватывает течение и несет, и расправляет потихоньку вот так. И за счет этого она ловит рыбу, которая, по всей видимости, передвигается по дну. Вот. В полнейшей темноте, в кромешной тьме идет на икромет. Вот эту подледную ряпушку в Якутии ловят только здесь, в Жиганском районе, потому что как раз в этом месте она начинается, у нее начинается икромет, и она поднимается до сюда. Отсюда вот, допомню, до устья Лены 1000 километров. Вот на это расстояние она поднимается. Ну вот, друзья, пришли мы в палатку. Сейчас у нас обед. Как, рыбалкой довольны, да, все? Как считаете? Рыба есть, да? Рыба есть. Это начало, да, только? Помаленьку. На первой рыбалке, первый день. Завтра лучше будет, да? Завтра должен быть лучше быть. Два будет. Завтра будет по 2, сказали. Сегодня по 1 на сетке. Итак, добрый день, дорогие друзья. Очередное наше утро. Начинается оно вот так, по шихоночке. Дело в том, что сегодня я один. Иннокентий не сможет прийти, потому что у него заболела нога. Ну, у него старая травма, и она постоянно заболевает. Время от времени говорит. Вот. Василий Гаврилович я сам не стал вести, просто зачем. Если я могу это один сделать. Благо рыбы не очень много. Поэтому давайте сейчас раскрутим печь и пойдем. Дрова сухие, хорошо горят. Погода сегодня вот такая. Облачно, небольшой снег, но тепло. Вот эти сетки сейчас буду проверять. Эту и вон там еще одна. Вон там соседи наши уже рыбачат. Сегодня они что-то пораньше. Ну вот, одному не так подручно, но все же возможно. Вчера здесь вроде одна рыбка была. Посмотрим сегодня, кого нам Байна отправил. Потом сегодня у меня планы еще, может быть, немножко дорогу прорубить. Хочу на ту сторону выехать и там рыбачить. Так, возле табора пусто. Пусто, ага. Кстати, за ночь практически не замерзло.
Тоже пусто. Что за ерунда? Так, давайте возьмем маленькие санки и пойдемте. Еще несколько сеток проверим ради интереса. Почему нету рыбы? Очень интересно. Запрещенная рыба попалась. Господи. Совсем маленький. Еще рябушка там. Ну вот такие залазят, к сожалению. Стерляди. Детеныши стерляди. Подвида стерляди это. Ленский. Смесь с утром. Одна рыбка есть. Еще один подвид стерляди. Чуть-чуть побольше. Отпускать будем. Стерлядей надо отпускать. Чё так стерлядь завелась-то у нас так много? Видимо, рыба расселилась. Надо исследование провести. Стерлядей расплодилась. Ой, главное наушники не уронить. Под музыку стерляди люблю отпускать. Все плохо. Одна рыбка. В общем, сейчас еще пару сеток проверю. Раз, два, три. И хорош. Вон там люди ходят, что-то как-то они до туда добрались. Мне надо, короче, туда же добраться и сделать дорогу на ту сторону, пробить сегодня. Мой план. Ну вот, дорогие друзья, проведена колоссальная работа. Продолжается у меня переезд с той стороны на эту. Съездил, разобрал палатку, на это все ушло у меня час. Переехал сюда,
наверное, еще минут 40. Съездил за дровами, наверное, еще минут 40. И вышел на связь. Вот. Сейчас я буду устанавливать палатку. Начинается вот такой ветер, уже вечереет. Возможно, вечерний клев будет. Ну и может быть, если хорошо будет интернет вечером, может быть, постримим. Но это не точно. Вот весь мой скарб. Сначала там пробурил, там было 3 метра с ну как холотом. Пробил. Потом подъехал к торосикам, думаю, может тут. Но там было очень много торосов подо льдом. В общем, я там не стал. Сейчас вот здесь пробурил 2 лунки. Буду устанавливать палатку. Ну, будет такой ветерок противный. Ну, что поделаешь. Вот. Давайте приступим. Так, ну что, традиционно приехал в палатку, базу. Рыболовецкая база. Погодка, я вам скажу, сегодня жесть просто. Ну вот такой вот ветер, это получается короче холодно, ветрено. Сейчас будем разжигать, печку растапливать и начнем работать. Вот так у нас будет. Вот эту сетку я уже проверил. Там всего одна рыбка. Поэтому идем к следующей. В общем, сегодня сеток у меня много. Поэтому в одну каску. О, рыбка есть первая. Что-то рябушка еще не подошла, что ли-то вчера проверил. Из 3 сеток всего одна рыба была. Еще тут остроносы и всякие ловятся, запрещенные к вылову, мешают нам рыбачить. Вчера такие тоже были, отпускали все. Эй, елка, залазишь куда ни попадя. Да отпустить-то его тоже проблемно. Сейчас буду отпускать, будет обратно заходить в сетку. И так всю дорогу, пока сетка не закончится. Сапоги еще эти. Сегодня вот так весь день будет мести.
Ё-моё! Время отнимает только у меня. Сетка вся еще закрутилась. Сейчас надо распутывать. Вот у нас ряпушку всю съедает. Попался. Здесь, наверное, килограммов 10. Желчь. О, печеночка Макса. Деликатес. Крено еще. Вот. В желудке, смотрите. Еще пара ряпушек свежих. Давайте оставим. Это из нашей сетки ряпушки. Вот такой улов пока что. Я еще сетку не стал проверять. Сейчас проверим.
Итак, раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9. Ровно 10 ряпушек. И один вот такой налимяка. И вот такая печенка. Так, ну вот пришли в палатку, печка, конечно же, потухла. Я видел издалека, что сюда заходили мужики погреться, рыбаки. Они погрелись, а дров не подкинули, ушли. Ну я не стал подходить, думал, может дрова подкинут сами. Но нет. Приходится по новой разбирать. Ну вот, друзья, вернулся на базу, проверил сети, маленько здесь расчистил путь. Сейчас буду двигать палатку. Вот я привязал уже в этот веревку, прочистил маленько вот путь. Палатку я трубу снял. Ну, стол там поставил, чтобы не упал. Вот так вот все. Все, что падает, я положил. Сейчас потащим. Лунки еще не замерзли. Это я утром в 8 уехал. А, я уже сдвинул маленько. Вот. Здесь будет снег залетать, наверное. Ну, посмотрим. Сейчас буду тянуть метров на 150 на снегоходе. Еще затрудняется все тем, что ветер. Палатку аж сдувает, но едет.